الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. Продолжаем цикл уроков по книге шейха Абу Аззама ат-Тамими хафизахуллах. И книга называется «Масайлю ва ахкам фи шархи навакид аль-Ислам». И мы остановились на 8-м накиды. Говорит шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб алейхи рахматуллах: الناقض الثامن восьмое действие, аннулирующее ислам, مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Поддержка мушриков и помощь мушрикам против мусульман. И доводом является слова Всевышнего Аллаха: если же кто-либо из вас возьмет их своими друзьями и помощниками, то он сам является одним из них. Аллах не ведет прямым путем беззаконников. Говорит шейх Шарх. Первый рассматриваемый вопрос. Этот накил является из самых распространенных на сегодняшний день. И собрались и объединились все общины куфра для сражения против исламского государства. Пусть Allah возвеличит исламское государство. И поддержали также их те, кто причисляет себя к исламу. То есть поддержали этих кафиров в войне против исламского государства. Является известным в Коране и Сунне, и также иджма ученых, что тот, кто поддерживает кафиров против мусульман, становится муртаддом, вероотступником, вылетает из религии Аллаха. Второй рассматриваемый вопрос. Некоторые доводы из Корана и Сунны, а также из слов ученых, для того, чтобы мусульманин имел ясное представление об этом вопросе в его религии. Сказал Всевышний Аллах: «Я айюхалладзина аману ла таттахизу аль-яхуда ван-насара аулия, ба'духум аулияу ба'д. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين». Вот те, которые уверовали, не берите иудеев и христиан своими помощниками и друзьями. Одни из них помогают другим, то есть они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас возьмет их своими помощниками и друзьями, то он сам станет одним из них. Воистину Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Сказал Ибн Джарир ат-Табари в его тафсире, разъясняя слова Всевышнего Аллаха: «Ваман ятавалляху минкум фаиннаху минхум», и тот, кто возьмет их себе друзьями и помощниками, то он станет одним из них. Он говорит: «Ваман ятавалля аль-яхуда ван-насара дуна аль-му'минин фаиннаху минхум». И тот, кто возьмет иудеев и христиан друзьями и помощниками, помимо верующих, оставляя верующих, то он один из них, один из иудеев и христиан. И далее он говорит: فَإِنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ وَنَصَرَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ. Ибо тот, кто помогает иудеям, христианам и так далее, мушрикам, и поддерживает их против верующих, то он является одним из приверженцев их религии и их пути, то есть религии этих иудеев, христиан, мушриков и так далее. فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض. Потому что не бывает такого, что кто-то помогает другому, то есть берет другого в друзья и помощники, чтобы он не был вместе с ним и с его религией, и не был доволен тем, на чем находится этот человек. وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. И далее Ибн Джарир говорит: если человек доволен им и доволен его религией, то он начинает враждовать с тем, что противоречит его религии, и начинает это ненавидеть. И его хукм становится таким же, как хукм этого человека, которого он взял себе друзья и помощники. Конец цитаты. Также из доводов это слова Всевышнего Аллаха: «Разве ты не видишь, что лицемеры говорят своим неверующим братьям из числа людей Писания: если вас изгонят», это мунафики говорили людям Писания, иудеям, с причиной неспослания этого аята. Они говорили: если вас изгонят, то мы уйдем вместе с вами и никогда никому не подчинимся против вас.
А если с вами сразятся, то мы обязательно поможем вам. Аллах свидетельствует о том, что они являются лжецами. Сказал шейх Сулейман ибн Абдиллах, рахимахуллах: فإذا كان من وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن جلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا فكيف بمن أظهر ذلك صادقا. И если человек, который обещал мушрикам скрытно, обещал им, что зайдет вместе с ними и будет помогать вместе с ними против мусульман, и выйдет вместе с ними против мусульман, если этих мушриков изгонят, то есть если одно это обещание стало лицемерием и куфром, даже если этот мунафик лжет, то каково же положение того, кто выявляет все это искренне, то есть выявляет все это правдиво. Его положение еще хуже. То есть эти обещали иудеям, что они будут им помогать скрытно и так далее, и были лжецами в их обещаниях. Но они стали кафирами. Так каково же положение того, кто открыто выявляет, что он будет с ними вместе в одном ряду против мусульман. Конец его слов. И также доводом является то, что пришло сунне от Аль-Байхаки и других газвати Бадра, что «Лямма ба'аса ахлю Макката фи фидаи асрахум», когда жители Мекки отправили людей, чтобы выкупить своих пленных, «Вакаль аль-Аббас», и Аббас сказал: «Я Расуль Аллахи инни кунту муслиман», факаль Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аббас сказал у посланника Аллаха: «Я был мусульманином». На что Пророк саллаллаху алейхи вассалям ответил ему: «Аллаху а'ляму би исламик, фа ин якун кама такуль, фаллаху юджзика фафди нафсака ва абнай ахавайк». Аллах лучше знает о твоем исламе. И если это так, как ты говоришь, то Аллах воздаст тебе. И Пророк саллаллаху алейхи вассалям далее ему сказал: «Выкупи себя и двух сыновей своих братьев», то есть племянников. Вместе с тем, что Аббас, Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал ему это, вместе с тем, что Аббас вышел принужденным, то есть его заставили выйти против мусульман в этом войске. Однако Пророк саллаллаху алейхи вассалям обращался с ним внешне и не оправдал его. И сказал Аль-Куртуби рахимахуллах в его тафсире, разъясняя слова Всевышнего: «Аллаху ва ман ятаваллаху минкум», и тот, кто возьмет их себе в друзья из вас, ай я'дудухум аля муслимин, то есть поддержит их против мусульман, фа иннаху минхум, то он станет одним из них. Байяна та'аля анна хукмаху ка хукмихим, то есть Всевышний Аллах разъяснил, что хукм этого человека подобен их хукму. И Всевышний запрещает, чтобы наследство переходило от мусульманина к муртадду. И тот, кто обещал им, тот, кто поддержал их, это был Ибн Убай, главарь мунафиков, предводитель мунафиков. То есть относительно него этот аят был ниспослан. Однако этот хукм остается до судного дня. И сказал Хафиз ибн Каthир в его толковании: «Наха табарака ва та'аля ибадуху аль-му'минин ан ювалю аль-кафирин ва ан яттахидухум аулияа юсируна илейхим биль-маваддати мин дуни аль-му'минин». Всевышний Аллах запретил своим верующим рабам, чтобы они делали валя в отношении кафиров, то есть дружили с кафирами и брали их себе в помощники и друзья, то есть скрывая перед ними, то есть скрывая свою любовь в отношении них и оставляя верующих, оставляя валя в отношении верующих. И далее Ибн Каthир говорит: «Сумма тава'ада аля залика факаль». И затем Всевышний Аллах пригрозил, сделал угрозу за это, сказав: «Ваман яф'аль залика фалейса мин Аллахи фи шай». А кто поступает таким образом, тот не имеет никакого отношения к Аллаху. Ай ваман яртакиб нахи Аллахи фи хаза факад бариа мин Аллах. То есть тот, кто совершит то, что Всевышний Аллах запретил в этом аяте, то Всевышний Аллах отрекается от него. Конец цитаты. И сказал шейх Аль-Ислам ибн Таймия алейхи рахматуллах: «Куллю ман кафаза илейхим, я'ни иля татар, мин умара'i аль-аскари ва гайри аль-умара'i фа хукмуху хукмухум». Каждый, кто присоединился к ним, то есть к этим татарам-монголам, он имеет в виду, будь это амиры, военные амиры, или другие помимо них, рядовые и так далее, то их хукм подобен хукму этих монголо-татар. وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنهم من شرائع الإسلام. И то есть они впадут в ридда от шариата ислама по мере того, что они совершат куфр в отношении шариата ислама. وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين.
И далее шейх Ислам говорит, если саляфы называли тех, которые удерживали закят, называли их муртаддами вместе с тем, что они постились, совершали пятикратную обязательную молитву, то есть 5 молитв обязательно совершали, и не сражались против мусульман, против джамата мусульман. Далее шейх говорит, так каково же положение того, кто стал вместе с врагами Аллаха и его посланника в один ряд, в одно войско, сражаясь против мусульман. То есть вместе с ними стал вместе и стал сражаться против мусульман вместе с ними. Конец его слова. Сказал Ибн Кайим, алейхи рахматуллах, «Аннаху субханаху кад хакама ва ла ахсана мин хукмихи, аннаху ман тавалля л-яхуда ва насара фахуа минхум». Что Всевышний Аллах вынес решение, и нет никого лучше, чем он в решении. То есть он вынес какое решение Всевышний Аллах, что тот, кто проявляет валя, дружбу к иудеям и христианам, то он один из них. То есть берет их себе друзья и помощники. И сказал Всевышний Аллах, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. И тот, кто считает их друзьями и помощниками, то он один из них. Сказал Ибн Хазм, алейхи рахматуллах, пришло достоверно, что смысл слов Всевышнего Аллаха, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, и тот, кто считает из вас, и тот из вас, кто считает их друзьями и помощниками, то он один из них. «Иннама хуа аля захирихи би аннаху кафирун мин джумлатил куфар». То есть этот аят, он понимается внешне как есть, что такой становится кафиром, и он бывает уже из числа кафиров. «Вахада хакун ла яхталифу фихи снани миналь муслимин». И это истина, то есть это вопрос, это истина, и не найдешь среди мусульман, чтобы двое разногласили в этом вопросе. Конец его слов. Третий рассматриваем вопрос. Положение того, кто поддерживает кафиров против мусульман, то есть будучи невежественным или же неверно истолковавшим, оправдывается ли такой, то есть по невежеству или неверному толкованию. В сущности, это не является для него, то есть по сути, это не является для него оправданием. Тем в особенности, когда есть знание, и он может узнать истину, то есть он может прийти к истине. Однако эти люди, по сути, они те, которые отвернулись. Потому что шариатские далили разъяснили положение этих людей, кто проявляет валя к неверующим против верующих. Шариатские далили разъяснили это предельным разъяснением. А это то, что кто поддерживает кафиров против мусульман, является таким же кафиром, как и они. Далее шейх говорит, и я процитирую слова шейха Али бин Худайра, который он упомянул в предисловии книги «Ат-Тибьян фи куфри ман а'ан аль-Американ» шейха Насира аль-Фахда. Ат-Тибьян разъяснение отношения куфра того, кто помогал американцам. Автором, который является шейх Насир Фахд, факкаллаху асрахума. И шейх Али бин Худайр и Насир аль-Фахд, они разъясняют в этой книге, что невежественный и неверно истолковавший не оправдывается в этом. И вот их слова. ثبتت الأدلة أن من لم يحقق التوحيد ويكفر بالطاغوت ويتبرأ من جنس الكفر وأهله ويكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم. Пришли достоверно доводы, что тот, кто не осуществляет таухид и не проявляет неверие в тагута, и не отрекается от куфра и его приверженцев, и не выносит им такфир, и не проявляет к ним ненависти, то такой не является мусульманином. Сказал Всевышний Аллах, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Тот, кто проявил неверие в тагута и уверовал в Аллаха, такой ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не прервется. И Всевышний Аллах, он является слышащим, знающим. И также сказал Всевышний Аллах, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Для вас был прекрасный пример в Ибрахиме, алейхиссалям, и в тех, кто вместе с ним. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Вот они сказали своему народу, мы отрекаемся от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Кафаруна бикум, мы проявили неверие в вас. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. И стала явной между нами и вами вражда и ненависть до скончания веков, пока вы не уверуете в единого Аллаха. Это один довод, один из доводов. Второе. في قتال الصديق للمرتدين لم يفرق الصديق بين عالم جاحد ومعاند وبين جاهل ومتأول. Это то, что Абу Бакр ас-Сиддик, радийаллаху анху, сражался против муртаддов, и он не разделял между знающим
который отвергает и упорствует из этих муртадов, и не знающим, и неверно истолковавшим. То есть он между ними не разделял. Сказал шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб, алейхи рахматуллах, относительно муртадов, последователей Мусайлимы, то есть Мусайлима Каззаб, лжепророк, и других. وقد أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جاهلوا ذلك. И ученые были единодушны, то есть пришли к единогласию, что они являются муртаддами, даже если они являются джахилями относительно этого. Также доводом является, что когда Аббас вышел вместе с войском мушриков принужденно, то есть его принудили выйти, «Лям я'зурху набию, саллиллаху алейхи вассалям». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не оправдал его. «Факейфа биль мутаауили валь джахиль». Так как же может оправдаться тот, кто неверно истолковал или был невежественным? Когда внешне даже принужденный не оправдывается. То есть внешне. فإن المظاهرة من أصل التوحيد وهي أعظم أصول البراء والكفر بالطاغوت ومن أعظم أصول ملة إبراهيم وهي بغض الكفار ومعاداتهم وعليه فإن إعانتهم ومساعدتهم على المسلمين تدل على أمرين خطيرين. Таким образом, поддержка, то есть делать поддержку мусульманам, это является из основы таухида. И также это является из основ отречения, из самых великих основ отречения и проявления неверия в Тагута. То есть поддерживают мусульман, поддерживают ислам и мусульман. И также это является из самых великих основ религии Ибрахима. А это проявлять ненависть к кафирам и враждовать с ними. То есть и таким образом, когда человек поддерживает кафиров и помогает кафирам против мусульман, это указывает на две опасные вещи. Первое – завалю мувалят или муминин, что дружба в отношении верующих валя полностью ушла, исчезла. Бидалилин аннаху ю'ину алейхим ва юсаиду аля катлихим ва касрихим ва излалихим. И довод, опираясь на то, что он помогает этим кафирам против мусульман и поддерживает их в убийстве мусульман и в том, чтобы сломить дух мусульман и унизить мусульман. Вторая опасная вещь. Завалю аль-бараати мин аль-куфар, что уходит полностью отречение от кафиров, его отречение от кафиров. Фаинна мусаадата аль-куфари далилун аля мувалатихим ва та'зимихим ва нусратихим ва и'зазихим бима фихи излалун лиль муслимин ва тасаллутун алейхим. Ибо поддержка кафиров является доводом, указывает на то, что он проявляет кафирам валя, дружбу, и возвеличивает их и помогает им в том, что является унижением для мусульман, и в том, что является причиной, что эти кафиры одолевают мусульман, и затем у них бывает власть над ними. وبذلك فقد انهدم عنده هذان الأصلان وهذان الأصلان لا يعذر فيهما بالجهل ولا بالتأويل. И поэтому у него разрушаются две эти основы, которые мы упомянули. И в этих двух основах не оправдывается невежественный или неверно истолковавший. То есть нет оправдания человеку в этих двух основах по причине невежества или неверного толкования. И передал Аба Батин, алейхи рахматуллах, из слов шейху ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах, где он говорит: «Инналь умура захирата, аллати я'ламу аль-хассату валь-аммату мин аль-муслимин, аннаха мин дин аль-ислами, مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك، فيكفر مطلقا، أي لا يعذر بالجهل ولا التأويل». Шейх говорит, что касается ясных вопросов, которые знают все, простолюдин и знающие из числа мусульман, что эти вещи являются из религии ислам. И далее он приводит примеры, как поклоняться одному Аллаху, не предавая ему сотоварища, и как враждовать с иудеями и христианами и мушриками, и как запретность непристойностей, то есть зина и риба, и опьяняющих напитков, и азартных игр и так далее, то тот, кто совершил это, становится кафиром и не оправдывается по причине его невежества или неверного толкования. Это слова шейха ислама ибн Таймия, алейхи рахматуллах, что указывает, что он не оправдывал по невежеству. То есть он говорит, в этих вопросах, то есть когда человек поклоняется другому помимо Аллаха, или не враждует с мушриками, или разрешает зина, риба, хамр,
азартные игры и так далее, то такой становится кафиром и не оправдывается по невежеству или неверному толкованию. Четвертый рассматриваемый вопрос. ما حكم من يدعي الإكراه وأنه لا يستطيع أن يرفض قتال الدولة الإسلامية أعزها الله تحت راية الكفار وأنه قد يعرض نفسه للقتل إذا لم يستجب لهم. Каково положение того, кто утверждает, что он принужден, и он не может отказаться сражаться против исламского государства под знаменем куфра. И если он откажется, что его могут убить, шейх отвечает: لا بد أن نعلم أن من شروط الإكراه ألا يكون متعديا. Мы должны знать, что из условий икраха, чтобы принуждение не переходило на другого. فإن كان الفعل متعديا فإن الإكراه غير معتبر. И если его действие переходит на другого, то здесь икрах, то есть это принуждение, не учитывается, не принимается. Говорит шейх الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: المقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمانع الزكاة والمرتدين ونحوهم. Он говорит, шейх, и здесь подразумевается, что если он будет принужденным, то есть его принуждают сражаться против мусульман, когда есть фитна между мусульманами. Мусульмане заставляют его сражаться против мусульман, когда есть фитна между ними. Он не может сражаться, ему нельзя сражаться. Напротив, он должен испортить свое оружие и проявлять терпение, пока его не убьют угнетенным. То есть, когда есть фитна. Так каково же положение того, кого заставляют сражаться против мусульман вместе с группой, которая вышла из шариата ислама, из обряда ислама, как те, которые удерживают закят, и муртадды, и другие помимо них. فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور ألا يقاتل وإن قتله المسلمين. Он говорит, нет сомнений, что такой человек, которого заставили сражаться против мусульман, эти кафиры, муртадды и так далее, то есть его заставили присутствовать в этом сражении, он не должен участвовать в этом сражении, даже если его убьют мусульмане. كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين. Как, например, кафиры его заставляют зайти в их ряды, присутствовать в их рядах, чтобы сражаться с мусульманами. وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين. И как, например, один человек заставляет другого убить мусульманина, чья кровь неприкосновенна, то есть защищена. Ему нельзя убить этого мусульманина по единогласию мусульман. وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتله. Он говорит, если его заставляют убить, он не может для того, чтобы сохранить свой нафс, свою душу, убивать другую душу, которая является защищенной, то есть кровь, имущество, которое защищено. И нельзя тем более наоборот. И далее шейх говорит, и он не может делать зульм в отношении другого, то есть делать несправедливость в отношении другого, убивая его для того, чтобы его не убили. Конец его слов. Пятый рассматриваемый вопрос. Шейх говорит, из нововведений приверженцев ирджа, то, что они говорят, что поддержка кафира против мусульман бывает куфром только в том случае, когда он поддерживает кафиров против мусульман из-за их религии или из-за ненависти к исламу. И шейх говорит, и они, говорит, поставили как причину куфра это убеждение. И шейх говорит, и это мнение приверженцев ирджа. То есть тех людей, тех мирских людей, которые не перестают оправдывать правителей, предателей, которые стали вероотступниками. То есть эти правители, которые стали поддерживать кафиров против мусульман. И говорит Всевышний Аллах, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. И тот, кто из вас взял кого-либо из них, друзья и помощники, то он становится одним из них. И Всевышний Аллах причиной куфра в этих людях, он установил лишь то, что они поддерживают их, то есть то, что они берут себе их друзья и помощники. И это является действием, которое никак не связано с убеждением. Мы не смотрим на убеждение. И поэтому Аббас ибн Абдиль-Мутталиб, когда вышел с мушриками принужденным, и стал оправдываться перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям, что он принужденный, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не спросил его о его убеждении,
когда он вышел вместе с ними. То есть какая у тебя была убежденность, когда ты вышел вместе с ними. Напротив, Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал ему: «Иннама алейна захирук». То есть мы будем по внешнему выносить тебе хукм. То есть для нас видно твое внешнее. Фахакама алейхи биль куфр. То есть внешне вынес ему хукм куфра. И это является доводом на то, что то есть мы исполняем хукм, применяем хукм, исходя из внешнего. И мы не смотрим на убеждения, как это говорят приверженцы ирджа, да унизит их Аллах. И сказал шейх Хамду бн Атик: «Инна мудахарат аль-мушрикина ва далалатахум аля аурат аль-муслимин, ау идзаббу анхум билл-лисан, ау ир-рида бима хум алейх. Куллу хазихи мукаффират. فمن صدرت منه فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين». Поддерживать мушриков и указывать мушрикам на слабые места мусульман, или защищать их языком, или довольствоваться тем, на чем эти мушрики, все это является выводящим из ислама. И если от человека исходит что-то из этого, то он становится муртаддом. Даже если он вместе с этим проявляет ненависть к кафирам и любит мусульман. Конец цитаты. На этом закончим. Субхана раббика раббил иззати амма юсифун. Ва саламун аля аль-мурсалин. Вальхамду лилляхи раббил аламин.